Здравствуйте, уважаемые телезрители. В прямом эфире Абхазского телевидения программа «Тет-а-тет». И я рада представить вам нашего сегодняшнего гостя. Это лидер партии Айтайра, бывший премьер правительства Абхазии и человек с большим опытом государственной работы Леонид Лакербая. Здравствуйте, Леонид Иванович. Добрый вечер. Очень рада, что вы пришли к нам в студию. Спасибо. И хотела бы сразу задать вам такой вопрос, который очень нас заинтересовал. Некоторое время назад, недели две, вы отказывались от участия в нашей программе, но почему-то недавно изменили свое мнение и заявили желание прийти к нам в студию и поговорить с нами о насущных проблемах современной нашей жизни. Вот почему вы передумали? Подчинился партийной дисциплине. Так, члены партии посчитали нужным, чтобы я появился в этой программе. Я счел это достаточным для того, чтобы сюда прийти. Спасибо. И тогда мы начнем оценивать время, в котором мы сейчас находимся. Я бы хотела напомнить о том, что мы вступили в агитационный период. И в этой связи вот такой вопрос. Как вы думаете, должны вестись агитационная работа различных команд? Как вы ее вообще видите? Что бы вы могли пожелать участникам сторонникам разных команд, предвыборных штабов и самим кандидатам? Да, тем более я сам один из тех, кто работает в предвыборном штабе, кандидата Аслана Бжания и кандидата вице-президента Бадры Гумба. Мы настраиваем наш штаб, и я думаю, было бы хорошо, если бы везде было так, на нормальную работу, чтобы в основу работы не обрызгивание конкурентов, не выискивание темных пятен прошлого, а в основе этой работы лежало разъяснение того, как кандидат, которого представляет штаб, видит выход из сложившейся ситуации в Абхазии, какими методами он готов работать. И я буду очень рад, если у нас не будет очернительства, если не будет различного рода негативных интернет-вбросов. Я думаю, тогда мы сможем продемонстрировать и себе, и всем, что мы готовы к нормальным, честным выборам. Ну, ни для кого не секрет, что во время агитационного периода команды, сторонники тех или иных кандидатов, они всегда стараются привлечь на свою сторону СМИ, использовать их. Конечно. И в частности, площадка АТ – это такой, знаете, яблоко раздора, когда каждый пытается свои взгляды, свои позиции, свою агитацию именно здесь провести. В ваших штабах, не знаю, проводится ли какая-то работа по взаимодействию со СМИ, скажем так, чтобы не было никакого давления, в частности, на абхазское телевидение? Нет, я не думаю, что такое давление есть. В той ситуации, в которой мы сегодня находимся, я думаю, телевидение – это инструмент административного ресурса. Административный ресурс сегодня работает на кандидата Ардзинба. Поэтому больше надо вопросов туда, чтобы не было давления. А мы со своей стороны постараемся, чтобы его не было вообще. То есть нормальный приход. Я думаю, будет возможность не только у кандидатов в президенты и вице-президенты, то, что будет, в эфире, а члены команды, достойные члены команды должны подать пример, как надо вести дискуссию. Ну, а что вам позволяет говорить о том, что АТ работает в пользу какого-то кандидата? Административный ресурс никто не отменял. Ну, насколько мы сейчас знаем, после того, как кандидат зарегистрировался, он ушел с государственной службы? Структуры все работают. И если посмотреть на окружение кандидата, то это люди все, которые при структурах административных сегодняшних. Поэтому я имею основание, мне кажется, говорить о том, что тот административный ресурс надо как-то ограничить. Хорошо, это ваша позиция, да, мы ее поняли. Конечно. Да. Леонид Иванович, хотелось бы поговорить о программах кандидатов. Вы сказали, в частности, об этом, что нужно судить именно потому, что предлагает кандидат. Могли бы вы сказать о том, в чем вы видите, что должно быть отражено в этих программах?
самое основное, вот на ваш взгляд? Ну, я не стану подменять с собой программу, да, потому что программа будет вот буквально на днях окончательно отработана предвыборным штабом и представлена. Я уверен абсолютно в том, что программа должна показать нашим избирателям, какой есть выход из той ситуации, в которой мы сегодня находимся. А выход очень многоплановый. Это и политическая система, это и проблемы, которые испытывает население, и буквально, и физически. Это вопросы медицины, образования. То есть, куда ни копни, везде поле для такой очень широкой деятельности. И уже если говорить об этом, я не могу не воспользоваться таким маленьким уколом в адрес нашего парламента. Пусть на меня обижаются люди, которые там работают. Но когда ЦИК, насколько мне известно, прислал в парламент целый ряд предложений, из-за того, что есть определенное несовершенство закона о выборах президента, наш парламент всех их отверг. Я сейчас не собираюсь в глубокую полемику вдаваться, но я просто хочу спросить у наших депутатов: ребята, а насколько правильно, что наркоман, алкоголик, человек с психическим расстройством не может быть даже теоретически кандидатом в депутаты, а кандидатом в президенты он может быть? Вот это нежелание просто обратить внимание на явные факты, понимаете, оно в общем-то, вторгает в такую оторопь. И я знаю, что было очень интересное предложение у Ильи Ягония по вопросам повторного голосования. Да, это тоже было отвергнуто. Ну, такое ощущение, что мы создаем какие-то искусственные проблемы себе сами. Это тоже очень важная вещь. Вот именно распределение органов власти, значит, выстраивание вот этой цепи управления, вот оттуда начиная и заканчивая вопросами образования и медицины. Это все должно найти свое отражение. Оно не может быть таким, знаете, широко развернутым, но точечно определить вектор направления по каждой проблеме, это будет. И я вам даю гарантию, такая программа будет представлена. Вы считаете, что парламентарии наши как бы искусственно тормозят решение этого вопроса? Я не совсем поняла ваше... Нет, для меня показательны факты, что вот за изменение в закон проголосовало там 12 человек. То есть я бы хотел, в общем-то, напомнить, что парламентарии тоже несут ответственность за то, что складывается в стране. И немалую ответственность у нас есть, опыт парламентаризма. И я думаю, если подход был бы более взвешенным, можно было бы говорить, какие-то пункты уходят, но не принять вообще ничего. Я просто вернусь к тому, за что я зацепился. Значит, алкоголики, наркоманы и человек с психическим расстройством может стать кандидатом в президенты. Я хочу спросить у наших депутатов: ребята, а вы где живете? Ну, вообще баталии идут по поводу 19-й статьи тоже, в частности. Я говорю явную вещь, которая ясна всем. Может быть, таким образом мы хотим легализовать наркоманию в Абхазии, может, это новая форма. Для меня это очень интересно. Как вы считаете, каков у Абхазии опыт политический, да? Вот какой политический багаж остался за плечами у различных политических элит в нашей стране? И что вы ожидаете, к чему все это придет вот после, возможно, вот этих выборов или в ближайшее время? Ну, если по-хорошему, значит, представить себе, чего я желаю, я бы, конечно, очень желал, чтобы наше общество все-таки постаралось быть не разорванным на клочья. Потому что после 2004 года те процессы необратимые, к сожалению, которые шли у нас, которые разделили наше общество я не знаю, по фамилиям, по семьям и так далее, эти процессы негативно сказываются, они сказываются и сегодня тоже. И если победитель в президентской гонке сможет найти в себе возможность и ресурсы, это будет очень трудный процесс, но как-то сплотить и объединить наш народ, это будет великая вещь. Как это сделать и легко ли это сделать, это будет очень сложно делать. Будет определенное противодействие. Но если не нацелиться на это, да, нас ничего хорошего не ждет. Ну, на самом деле, вот мы говорили о программах. Возможно ли, чтобы этот вопрос как-то был заложен в программах кандидатов и чтобы был прописан или предложен какой-нибудь механизм того, как этого достичь? Ну, я не могу отвечать за тех, кто сейчас эту программу. Я мог бы говорить, когда она будет представлена. Да? Как я себе вижу, есть элементарные вещи. Мы не должны повторять ошибки 2014 года. Я так считаю, например, да? Когда просто взяли и одной метлой вымели всех, кто работал в структурах власти раньше.
просто потому, что они работали. Я, например, уверен, что у нас есть, я знаю, что есть сегодня в министерствах, ведомствах, на разных уровнях люди, профи в своем деле. И ни в коем случае победит одна сторона или другая, это не должно подвергаться их профессионализму какому-то сомнению. Они должны быть как профессионалы на своем месте. Вот это вот такие, на мой взгляд, первые шажки, которые помогут вот начать вот эту вот пропасть, и я считаю, это пропасть, которая разделяет наше общество, понемножку латать, хотя процесс будет очень долгий. Вот вопрос преемственности власти, да, не упираются ли вот эти вещи, о которых вы говорили, вот в эту проблему, если приходит одна команда, то проекты или какие-то люди, или, ну, что-то остается сразу за бортом, все прекращает действовать. Вот не должно ли это быть? Ну, я сейчас говорю свое личное. Я имею в виду по поводу преемственности власти. Это рецидив 2014 года. Преемственность власти не может достигнута быть путем переворота. Вот и все. Ни о какой преемственности в такой ситуации речи не может идти. И мы пожинаем одно и то же. Мы на второй раз на это вышли. Правда, подоплека, история совершенно другая, но результат налицо. Преодолеть это будет очень сложно. Вот сравните, пожалуйста, эти ситуации 2014 года и января 2020 года. Что бы вы хотели здесь подчеркнуть? Хорошо. Да. Значит, хотя результат в конечном итоге был одинаков, есть очень существенная разница. 2014 год это была такая длительная, целенаправленная работа оппозиции на смещение существующей власти. Порядка 10 лет эта работа велась, и она принесла свои плоды в мае 2014 года. Значит, то, что касается того, что произошло вот декабрь прошлого и январь этого года, это совсем другая форма. Там не было политических партий, которые бы призывали кого-то. Парадокс, но сложилось так, что вот 3 группы молодежи, скажем так, фамильные, которые были и имели основания обижаться на то, что вот так зверски были убиты тут определенные люди, определенного круга, и дальше расследование никуда не шло, фактически они спровоцировали вот то, что произошло в декабре. Это абсолютно разные вещи. Другое дело, что когда этот процесс уже начался, к нему подключились очень многие. Но разница, я еще раз повторюсь, это была такая целенаправленная работа политических партий и движений на смещение предыдущей власти. Здесь все это получилось, на мой взгляд, весьма спонтанно и с таким криминальным отливом. Вот прецедента был, да, два конечно, прецедента были, да. Как вы считаете, не станет ли вот эта вот митинговость, да, массовые какие-то протесты формой выражения, не знаю, своих взглядов, изменения власти в стране? Понимаю, вот что вы думаете? Да, это очень серьезная проблема. Во-первых, мы все должны понимать, что если это будет иметь такой характер циклический, да, но мы дождемся все вместе, что, я извиняюсь, нам ведут какое-нибудь внешнее управление. Потому что вы посмотрите, как нас представляют в определенных СМИ, да, причем люди, которые, политтехнологи где-то 30-го десятка российские. Криминальная страна, криминальное государство, вся суть смены власти, один клан приходит, сменяет другой, чтобы раздербанить российские деньги. То есть вот навязывается вот этот вот ярлык, да, если мы еще позволим себе это продолжение, я боюсь, что это этим станет. И мы должны сделать все, чтобы этого не произошло. Для этого нужны честные и справедливые выборы с четко понятными ориентирами, кто должен стать победителем, чтобы судебные органы не определяли победителя. Победителя должен определить закон. Я опять вернусь к парламенту. Четко, ясно написали бы, что тот, кто, мое видение, при повторном голосовании или при повторных выборах набирает 50% плюс 1 голос, и вопрос был бы снят. Чтобы не было казуистики вот этой математической. Я еще раз повторю, я надеюсь, что у всех 3 кандидатов есть понимание того, что мы не можем проводить эксперименты над своей страной. Время вот этих пагубных экспериментов, оно кончилось. Если мы себе позволим нечто подобное, тогда возникает вопрос, а за что было все, что было? За что было Абхазское национальное освободительное движение? За что гибли ребята? За что у нас вот тысячи и тысячи инвалидов? Во имя того, чтобы каждый раз ломались двери, президентского дворца и так далее.
ну, я считаю, это будет катастрофой для нашего государства. И мне кажется, такое понимание должно быть у всех лидеров. В любом случае. Хотя, еще раз повторюсь, события вот декабря-января этого года это немножко из ряда вон выходящие события. Еще раз повторюсь, я не хочу никого обидеть, но криминальный оттенок и с одной стороны, и намеки на криминальность с другой стороны вот спровоцировали эту ситуацию. Но мы должны четко и ясно понимать, недопустимо, над нами не должны смеяться, что у нас единственный способ смены власти – ворваться в президентский дворец. Ну так что конкретно нужно делать для того, чтобы к выборам прийти, скажем так, вооруженные, нормальной дисциплиной, чтобы все это в русле закона происходило? Вот что вы думаете? Пример должны подавать себе те, кто идет в президенты и вице-президенты в обязательном порядке. Они не должны позволять в адрес друг друга никаких, не только публичных колкостей, да, вот этот весь так называемый креативный ряд, который выстраивается в интернете, да, с подбором там немыслимых персонажей, фигур и так далее, я думаю, это в силах руководителей навести порядок в своих штабах. Хотя бы с этого начать. Мне кажется, должен работать нормально ЦИК. Четко, ясно и прозрачно. Я просто вернусь к выборам 2019 года, когда у нас получалось, что были проблемы со сбором подписей. Люди были допущены. Возникли проблемы с абхазским языком. Тем не менее, люди прошли отбор. Вот если это все вот на уровне, вот, на данном этапе даже вот кандидаты, значит, выдвигаемые, их штабы, ЦИК, участковые комиссии на местах, окружные комиссии, очень же многое зависит от участковых комиссий. Но тем не менее, все вместе действительно, ЦИК, тем не менее, пытался какие-то проблемы решить. Он обращался и в Ключевое парламент. слово «какие-либо». Нет, простите. Постфактум? Нет, до выборов он... Нет, до вот этих последних выборов. Да. Да, я это говорил, он обратился в парламент Да и нет. предложил, что вы имеете Он в виду? же, ЦИК как раз и видел противоречия по поводу вот этой 19-й статьи и до выборов. Я понял вас. Он обращался и в парламент. Это история, которая известна, да. И не знаю, насколько вот упреки в адрес ЦИК справедливы. Если, допустим, нет какой-то законодательной базы, на которую нужно опираться, даже вот в случае с языком, да, они же тоже как бы законодательно не решено, в каком случае, какой объем... Можно вам одну вещь сказать? Да. Вот я знаю, объем знаний абхазского языка, как он оценивается? Есть саморегуляция. Я знаю, что я язык знаю явно недостаточно, и я, естественно, не должен претендовать. Но те эфиры, которые шли, показали, что люди, которые прошли отбор, ну, извините, если они могли писать изложения, они могли написать сочинение, а потом вдруг оказаться неспособны элементарно говорить на абхазском, я вот этот упрек ЦИКу даю. Не то, что они законодательно обратились и в Конституционный суд и не получили ответа. Это на ответственности тех, кто не ответил. Я говорю по ЦИКу. Вот каждый не должен быть хорошим парнем, в таком широком понимании. Да? Каждый должен нести свою ношу. Были проблемы с подписями. Ну, для нас же не секрет это. Тем не менее, решили, что да пусть все идут. Ну, мы обесцениваем, мы девальвируем вообще саму эту идею. А если ее помножить на возможность теоретически людям с ненормальной психикой стать президентом, мы можем стать уникальной страной. То есть каждый на своем месте должен работать. У ЦИКа большой объем работы по окружным комиссиям, у окружных по участковым комиссиям. Уже сейчас выявляется большое количество комиссий, которые вели себя крайне негативно. То есть запирали там помещение, где проходило голосование. И все это есть. Я надеюсь, мы с ЦИКом отработаем. И вот позитивная работа именно, в первую очередь, конечно, кандидатов в президенты, их штабов, помноженная на порядочность тех, кто будет обеспечивать процедуру голосования в этот день. Если это все сложится, у нас будет шанс нормально избрать президента, которому не будет вопросов, которому нельзя будет прицепиться по каким-то обоснованным либо необоснованным доводам. Вот это позволит нам говорить немножко по-другому. И никто не скажет, что, извините, у вас президент, у которого 47% рейтинг доверия по выборам. Должны делать все. Если говорить о событиях 2014 года в сравнении с тем, что 2020 годом, вот вы сказали, что вы не видите разницы, кроме криминального оттенка. Нет, разница, конечно, есть. Я говорю еще раз. Тогда шла целенаправленная работа целого блока партий, движений оппозиционных. Главная задача была дискредитация действующей власти. Это был очень длительный процесс, который завершился тем, чем завершился.
В этом разница. Я поняла. Такой вопрос. Да. После 2014 года были ли, на ваш взгляд, какие-то положительные тенденции вот в развитии нашей страны? Или же вы считаете, что вот этот период был малоэффективным? Я считаю, что он был катастрофичным вообще для страны. Просто по определению. Ну, я, в общем-то, технарь по специальности, да, я могу оперировать только цифрами. Я, конечно, могу сказать, что в Гудаутах там заасфальтированы 3 улицы, никаких вопросов нет, это правда. Не буду говорить о качестве асфальта, я немножко в этом понимаю, у меня есть вопросы к качеству асфальта, но давайте просто возьмем несколько цифр, ведь смена власти происходила по то, что живем ужасно и жизнь наладится лучше. Я сейчас даже не собираюсь приводить ничьих цитат. Ну, лейтмотив был такой. Но давайте посмотрим, что произошло за эти годы. На самом деле жизнь-то ухудшилась. Если брать со статистических данных, которые у нас сегодня есть, да, у нас заработная плата за вот эти 5 лет с 2013 года по 2018, у нас за 2019 нет статистики, повысилась на 10,8%, а инфляция на 37%. Ну, как То можно есть вы говорить? вообще ничего положительного не Нет, можете отметить? я еще раз говорю, положительно. Можно много говорить, что мы хотели сделать то, мы хотели. Обо всем говорят цифры. Вот реально цифры, внутренний валовый продукт. Он у нас был, если перевести в долларовом эквиваленте 800 миллионов, сейчас 513. Ну как можно говорить о том, что что-то улучшилось? Ну, на самом деле, при смене каждой власти находятся ее критики, и правда, люди искренне видят только недостатки. Нет, это правда. Да. Но когда 10 лет шла работа, что кроме недостатков ничего нет, я вам могу сказать, что у нас соотношение заработной платы к прожиточному минимуму, начиная с 2008 года, было гораздо лучше, чем произошло в 2018 году. Буквально в 2013-м зарплата средняя по стране была в 2 раза выше, чем прожиточный минимум. Сейчас она в 1,6. Вы понимаете, меня никто не переубедит, что это не так. То есть я могу оценивать по цифрам. Это не мои цифры, это цифры статистики, которые работают. Я вам еще один пример могу сказать, который меня просто парализовал. Я недавно в него вник. Значит, уровень доходов населения, уровень расходов. Вот у меня возникает естественный вопрос к тому, вот сегодня у власти, и к тем, кто выдвигается тоже, работая в Министерстве экономики. Как так получилось, что доходы наших граждан в 2013 году составляли 26,2 миллиарда рублей, а 5 лет спустя увеличились всего на 700 миллионов. В то время как расходы с 20 миллиардов скакнули до 42. То есть у нас в стране, получается, люди тратят почти на 40% больше, чем они зарабатывают. Но извините, это теневая экономика. Другого объяснения нет. То есть я еще раз говорю, я не вижу в работе вот той, которая проведена была за вот эти годы, начиная с какого-то сдвига, улучшения в сторону того, что что-то привнесено такое, о чем столько говорилось. Можно что угодно рассказывать. Ну, на самом деле и вообще ситуация экономическая не только у нас в Абхазии поменялась в России, поменялась в мире. Если наблюдается некий кризис, да, и, может быть, просто сама обстановка вынуждала... Извините. Я не хочу ни в коем мере быть адвокатом. Вы не адвокат. На самом деле у нас нормальный разговор. Вы никак не адвокат. Вот причины какие-то тоже Слушайте, существуют. тогда не надо обманывать людей и говорить, что у нас лучше, лучше и лучше. Цифры говорят о том, что хуже, хуже и хуже. Вот о чем идет речь. Я хочу, чтобы мы вот это вот поняли. Вы понимаете, ведь нам что говорили все время, поскольку я курировал, да, например, вот инвестпрограмму российскую. Деньги прячутся, деньги разворовываются, приводились какие-то немыслимые офшоры. Но мы за эти 6 лет, с 2008 года, да, по началу 2014 получили 32 миллиарда рублей инвестпомощи от России. 22 получили миллиарда сейчас за эти годы наши оппоненты. Я хочу спросить, что мы сделали тогда за тот период, и пусть назовут, что они сделали. Ну вот зримо просто, понимаете? Поэтому человек, когда рвется к власти, он не должен хаять все, что было. То есть вот этот метод охаивания, что все плохо, все сгнило, все проедено, и 3 пиджака пропало, и 3 магнитофона тоже, он привел к тому, что лучшего-то нет. Вот это самое нужно осознание. Посмотрите, для избирателей вот, важно, чтобы это не переросло в соперничество президента. Конечно, понимаете? И, вот, и каждый кандидат, который идет к власти, он думает, что он справится вот с этой ситуацией, которая у нас есть. Если, вот наш, как вы думаете? Если наш кандидат
Аслан Бжания будет говорить о том, что вы завтра увидите перемены, или вы через год почувствуете разницу, я его поддерживать не буду. Мы так низко опустились, да? Нам не хватит ни года, ни двух, чтобы хотя бы дойти до уровня 2013 года. Я просто за свои слова готов ответить. И мы не должны говорить это людям. Мы не должны давать им чрезмерные, ничем не подкрепленные обещания. Мы через это уже прошли. Зарплата в 35 тысяч, пенсия в 15. Ну, хватит дурить свой народ. Люди, мне кажется, уже в состоянии понять. Но я хотел бы, чтобы это поняли те, кто идет к власти. Они не должны, они не имеют права лгать своему народу. Если они что-то обещают, пусть они за это отвечают. И не надо ссылаться на некие экономические проблемы. Ты идешь, значит, ты должен отвечать за то, что ты идешь. Ведь не все идут в президенты. Отвечай. Но если, допустим, новый президент не справится вот с этими проблемами, то, как вы считаете, как с него спрашивать? Есть формы и методы. Я считаю вообще, что самое страшное, да, когда, как бы вам это сказать, когда в стране создается такая обстановка, когда люди уже и не хотят ничего спрашивать. Вот это самое ужасное, что может быть. Вот если обстановка такая создаться или продолжится, да, ничего хорошего нас не ждет. Тогда не будет никакого спроса. Я просто скажу то, что я курировал, да, вот, например, инвалидов, их обеспечение и так далее. Ну, я вам свой опыт могу сказать. 2-3 дня задержка отправки на лечение в Москву, собирались люди, которые возмущались. Сейчас вообще мало кого отправляют. Протезирование вообще у инвалидов закончилось много лет, но никто не жалуется. То есть люди настолько разуверились. Это очень страшная вещь, да? Они считают, что да плевали все на нас. Придет один, придет другой, придет третий, не меняется для нас ничего. Это самое страшное, что могло произойти, это, к сожалению, произошло. И вот кто сможет этот методы существуют, вот спроса? Конечно, конечно. Могли бы рассказать о них? Просто надо соблюдать закон. Просто надо соблюдать закон. Вы понимаете, у нас нет прописанного закона о импичменте президента. Надо этот закон отработать тоже. Нужна отчетность, нужны изменения в формировании системы власти Абхазии. Я лично, например, за то, чтобы утверждение, значит, премьера шло через парламент в обязательном порядке. Ну, с правом, естественно, у президента его распуска. Это мы немножко сейчас перешли как раз к... Хорошо. Я просто хочу сказать, есть формы, которые определены, есть отчетность, есть, в конце концов, контрольная палата. Но нужно сделать так, чтобы документы контрольной палаты не под сукно клались, а были достоянием. В наше время, например, документы Российской счетной палаты были достоянием всех. И наши оппоненты периодически ими трясли. Вот, посмотрите, что здесь написано. Мы сегодня ни один документ за 6 лет получить не можем. На нем поставили специальный гриф. Но если мы думаем так работать, да, мы подорвем вообще окончательное доверие к себе. Говоря «мы», я имею в виду не себя в данном случае, а тех, кто собирается руководить нашей страной. Они должны извлекать, значит, все то, что и не допустить того негативного, что было, если они думают действительно о благе Абхазии. Я надеюсь, что они так думают, все трое. Ну, вот мы немножко здесь затронули тему перераспределения полномочий. Вот скажите, как вы видите вот эту систему, которая освободила бы главу государства от части его полномочий в пользу парламента? И что вы об этом думаете? Вы знаете, самое интересное, что такие предложения еще со времен Багапша в парламенте лежали. Ну и тогдашняя оппозиция, которая почему-то они не имеют хода. Тем не менее, надо спросить у тех, кто тогда был в оппозиции. Это очень долгие годы были, до 2014 года. Минимум 6 лет. То есть это так лежало и лежало. В определенное время собиралась власть заняться этим. Конечно. Ей помешали в 2014 году. Да. В 2014 году сменилась система. Если вы помните, тогда тоже говорили, надо менять систему власти. Ну, прошли годы, и что поменялось? Если вот в ходе вот этого, в этих выборов, да, некий консенсус будет у кандидатов в президенты в этом вопросе, да, мне кажется, этот процесс легче будет сдвинуть. Все-таки, с другой стороны, я категорически против парламентской республики. Вот я не хочу, чтобы на меня обиделись мои... О парламентской республике можно было бы говорить, если вычленить меня и вернуться к парламенту довоенному. Там было целое созвездие имен. Я назову, чтобы не обижать других, только ушедших. Да? Помимо Владислава Арцземба, конечно, это Юрий Воронов, и Зураб Ачба, и тот же Сергей Багапш, и так далее, и так далее. Ну, назовите мне имена сегодня в парламенте, равные, эквивалентные тем.
И когда говорить о сегодняшнем парламенте, при всем уважении, они избраны, да, но сделать парламентскую республику, я категорически против этого. Но это мое мнение. В условиях Абхазии должна быть президентская система, но президент должен быть настолько под контролем, да, и функциональный, и назначением и так далее. Можно говорить о чем угодно, вплоть до назначения, может быть, и министров ключевых через парламент. То есть парламентская, президентская система, Конечно. она не исчерпала себя далеко? Я абсолютно уверен, что она не исчерпала. Она могла функционировать в полной мере по принятой Конституции, когда, допустим, был президентом Владислав Арцемба. Ну, с колоссальным авторитетом, и то последние годы шел уже явный сбой его деятельности, да? Там возникали другие процессы. Но сама форма президентская, я считаю, для Абхазии она самая приемлемая. Ну, когда мы говорили о проблемах, в которых запуталась, скажем так, Абхазия, мы должны поговорить о коррупции. Конечно. Немало копий Конечно. было сломано по поводу 20-й статьи Конвенции ООН. В итоге депутаты приняли закон о декларировании доходов, расходов, имущества, там длинное название. Вот как бы вы оценили формулировку этого закона, которую принял парламент? Вы знаете, если спросить меня, я за то, чтобы это было все прописано даже в большей степени, чем удалось это сделать. Потому что действительно, если мы хотим, да, если мы хотим, мы же не можем забывать, что мы, в конце концов, формирующее государство этнос с чувством большой социальной справедливости. Это то, что в нас заложено предками нашими. Мы сейчас это разрушаем, но это в нас заложено, оно осталось. Если мы хотим действительно быть в хорошем смысле слугами народа, да, вот в хорошем понимании этого слова, мы должны быть ясны и прозрачны всем. И ну, у нас ничего не спрячешь. Вы понимаете, вы можете говорить о том, что вы живете на зарплату там, в 20 тысяч, да, допустим, идеальный вариант для Абхазии, но вы строите хоромы, в Абхазии не спрячешь этого. Это нереально. Поэтому мой совет все-таки всем чиновникам и так далее сегодняшним четко придерживаться понимания того, что вы все под колпаком. И не у Мюллера, а у народа. Но на самом деле инициативная группа говорит о том, что никто не возражает против принятия вот этих антикоррупционных законов, там пакет должен быть. Должен быть механизм. Да, но и все-таки он не так продвигается, как им бы хотелось. Вот что вы думаете? Все-таки есть такое некоторое саботирование этого вопроса? Я не хочу никого обижать. Можно я так отвечу? Я не хочу никого не обижать. Пусть они сами задумаются над тем, почему это происходит. Но есть саботирование этого вопроса, на ваш взгляд? Я бы думаю, не саботирование, как бы помягче. Я уж столько-то наезжаю на этих депутатов. Нежелание. Мне кажется, больше это нежелание, а пусть кто-то другой определит. И когда-то попозже, значит, еще раз повторюсь, это краеугольный камень нашего бытия. Значит, в Абхазии ничего не утаишь. Вот я вам, это наша суть, да. Если мы кому-то дали там 100 рублей, условно, да, за что-то, мы это обязательно где-то скажем. Просто мы скажем, что это 200 дали, но обязательно скажем. То есть нет секретов, которые есть. Исходя из этого, ну не надо под стекло прятать то, что видно всем. Мне кажется, если этот принцип будет действовать, да, на всех уровнях, и мне кажется, что на уровне власти этот вопрос можно будет решить быстрее. Вот я в этом уверен. На уровне верхних эшелонов власти. Да? Мне кажется, это на уровне среднем и чуть-чуть ниже будет решить гораздо сложнее. Потому что там это массовый характер имеет. Мы сами, значит, готовы платить за что угодно, начиная от школы и кончая медиков. В эти схемы, в эти отношения. Да. Мы сами, вот как это, то есть продекларировать, и парламент может принять, да, как это физически выполнить, это нужна колоссальная работа. Это работа с людьми, с нашими. Он должен не давать. Всегда об этом говорят, да. А механизмы пусть находят те, кто идет. Вот это будет один из их козырей. Вот пусть они объявят, какие они видят механизмы для того, чтобы борьба с коррупцией не только на бумаге была, да, вот в виде законов там и так далее. Она началась реально. Очень сложный процесс. И я бы поаплодировал тому, кто бы ее активно начал. Леонид Иванович, вы возглавляете партию Айтайра. Не так давно она была зарегистрирована в Минюсте. Какое значение вот это событие имеет в жизни партии? Очень большое. Я хочу сказать сразу, во-первых, я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить коллектив Министерства юстиции и его руководителя. Объясню почему. Закон о политических партиях настолько абсурден, настолько одна статья противоречит другой,
что если бы не добрая воля вот этих людей во главе с министром, да, мы вот как бы зигзагами шли, потому что одна статья явно противоречит другой, и я бы хотел обратиться к нашим депутатам, обратите внимание на этот закон. В чем проблема была? Ну, например, вот учредительный съезд, как формируется, да, и как формируются региональные отделения. То есть абсолютная нестыковка. Сначала ты должен провести учредительный съезд, на котором должны быть представлены регионы, о которых ты собираешься открыть отделение. Ты провел этот съезд. Вот у нас было 7 регионов представлено, Гальский район, не было квоты нужной, естественно, он отпал на данный момент. Значит, ты провел учредительный съезд, ты имеешь право обратиться за регистрацией. Но возникает другая проблема, значит, не менее 100 членов партии должно быть в каждом из региональных отделений, суммарно 1000. То есть получается очень интересная картина. Начинается процесс в региональных отделениях, пишут заявления люди, которые хотят вступить в партию. Но чтобы зарегистрировать нашу партию сначала до региональной, вот эти списки должны быть готовы. Ну так не бывает. Это настолько абсурдно. То есть вот одна статья противоречит другой, накладывается на другую. Значит, вышли вот этим лабиринтом. Самое интересное, значит, если учредительный съезд, допустим, района, да, какого-то, собралось 50 человек, вот на чем мы споткнулись, да, в Гудаутах учреждали, а потом собралось, что число членов, допустим, 600, то по закону должно быть 300 на учредительном мероприятии. Ну откуда их взять 300, когда партия только организовывается? То есть там столько подводных камней. И вот министр обещала, что она, значит, обратится тоже, да, официально в Минюст. Много дел, руки не доходят. Я бы очень хотел, чтобы депутаты посмотрели. Почему? Я все-таки надеюсь, что когда-то в Абхазии мы придем к тому, что будет формироваться развитая политическая система. Когда именно партии будут бороться на выборах. Когда победившая партия будет в конце концов... Конечно, проблема партийного строительства. Я себя вижу в ней, в этой проблеме. И вот забегая вперед, хочу сказать, все вот эти фейки, которые появляются там, которые награждают там сторонников, значит, обжания там какими-то должностями, в том числе и я, в ранге вице-премьера. Для меня это немножко оскорбительно, честно говоря. Ну да, и вы предварили мой вопрос. Кстати, вот социальные сети тоже один из каких-то инструментов, да, стало давление вот на аудиторию, да, вот, жителей Абхазии. И в этой связи, правда, многие вам предрекают, в случае, если придет ваша команда к власти, портфель вице-премьера правительства. Я бы оскорбился. Еще руководителя аппарата, извините. Значит, ну я не Дональд Трамп, хотя по возрасту мы одногодки, да, чтобы идти в такую власть. Я, если честно говорить, мне не нужны никакие должности. Я столько отработал. Я не знаю, что есть столько людей, не думаю, которые отработали в ранге премьера с Ардзенба, потом вице-премьера с Багапшем, премьером с Анклабом. Мне надо накручивать коэффициенты за мою работу, значит, как я себя вижу сейчас. Вот есть партия, это мое детище. Вот там 1200 членов, у нас порядка 300 заявлений еще. Я надеюсь, Господь даст мне силы, ну хотя бы пару лет, поставить эту партию на рельсы. И чтобы это была организация, которая не только продвигала своих людей в структуры власти на муниципальном уровне, на местном смысле и так далее, но которая могла бы спрашивать с тех, кого вы выдвинули. То есть настоящее партийное строительство. Если бы это получилось, я был бы рад. Тогда такой не совсем удобный вопрос я вам задам. Было заявление о том, что Айтайра не будет садиться за стол переговоров с определенной партией и с ее лидером, но тем не менее это произошло. Вот когда-то вы не смогли договориться, договорились на этот раз. Почему? Что изменилось? Изменилось вот что. Мы поняли, что в разброс у нас нет шансов поменять систему. Главное – поменять систему. Не систему власти исключительно, а систему бытия в Абхазии. И я думаю, что совместными шансами, ведь речь идет не только о, например, Айтайре, Амсахаре, да? Там и Единая Абхазия, насколько мне сказали вчера, этот Народный фронт, по-моему, партия называется, да? Там будут еще партии и движения. Вот совместно попытаться определить ту модель наших взаимоотношений, которые позволят представить цельную программу, а уж дальше на, так сказать, на
на выбор наших избирателей, как они отнесутся к тому, что мы хотим делать. Будет нам доверие или нет, я в данном случае целиком и полностью доверяю избирателям. Если мы сможем провести вот такой нормальный цикл избирательный, да, нормальную предвыборную кампанию, еще раз говорю, не охаивая никого, не выискивая там, а вот постараясь находить то зерно, которое поможет в перспективе потом объединиться. Мне кажется, а задаток, мне кажется, очень серьезный у нас есть. Ну, насколько долговечен вот этот ваш союз? Вы Как знаете, вы оцениваете? Я немножко по-другому отвечу на этот вопрос. Вы знаете, вот самое интересное, что я сейчас не говорю о Леониде Здябшипа, он как-то особняком стоит, но те, которые идут в президенты, хотели видеть у себя Анкваба премьер-министром. И один, и другой. Вот у меня возникает вопрос, а зачем тогда нужен был 2014 год? Если мы опять вернулись к тому, что лучшим примером может стать Анкваб в данной ситуации. То есть мы должны все-таки отматывать немножко назад. И когда на будущее, предъявляя немыслимые обвинения, да, что вот там закуют, привезут и так далее, мы должны понимать, мы подсекаем свой сук. На мой взгляд, это реально абсолютно. И есть одна очень тема, почему я сказал 2 года, да, я готов работать. Ну, Бог даст здоровья, может еще больше, но уже не руководителем. Потому что надо давать дорогу молодежи. Вот в этом я абсолютно уверен. Но я бы не хотел слоган «Время молодежи», чтобы он воспринимался буквально вот мне 20 лет, я молодой, а 35 уже не молодой, 40 не молодой. Значит, их время ушло, да? Нет, конечно. Но в Абхазии есть молодые Но тем не люди. менее, вот есть запрос, да, Конечно, на молодые, не на старые команды. Можно спросить, а что их раньше не было? Вот когда я сошлюсь на свой опыт, ну я считаю, что 45 не на таких лет, позициях, может быть. 45 лет, когда меня сделали премьером, да, во время войны, я могу сказать, что мне было очень неловко. Потому что работали такие, извините, мастодонты, как Энвер Астович Кабба, Владимир Татьевич Миканба, Константин Константинович Озган, тот же Зураб Акакич Лабахва, тот же Сергей Багапш, который был первым зампредсовмина Абхазии. Значит, ну, я не рвался, не орал, что я хочу им быть. Меня выдвинули, и я у них учился. Это естественный процесс. Но есть ли у наших молодых политиков вот такая возможность учиться, если, допустим, нет доступа вообще к каким-то вот вещам, где они будут набираться опыта, политического опыта, хозяйственного опыта к тому да, же? Я все понимаю, но понимаете как, у нас есть такая молодежь, почему ее нету? Эта молодежь востребована везде. Возьмите, пожалуйста, того же Бадру Гумба, который сегодня кандидат в вице-президенты. Значит, я считаю, что эта биография достойна. Человек кончил обучение, да? Значит, работал в экономическом отделе администрации Саратова, кандидат экономических наук, приехал в Абхазию, работал в аппарате Кабмина, потом стал министром культуры, прошел школу. То есть в вашей команде объединяются все поколения? Вот, пожалуйста, он. Я сейчас о молодежи говорю, мы применительно к тому. Он, Вова Делба. Я вам даю гарантию, что министр равного финансов у нас в Абхазии нет, просто по определению. Тот же Роберт Аршба. Это же все молодые ребята, руководитель нашей контрольной палаты. А наши молодые депутаты, молодые, тот же Лаша Шуба, допустим, Дмитрий Дбар, кто там, Айба, этот, а машинах схаштазев, теперь Батал Айба, да. Значит, тот же Юра Хагуш. Это члены партии? Нет, они не члены партии, это те, которые идут со стороны предвыборного штаба. Тот же Лоло, понимаете, есть эти молодые кадры. Но самое интересное другое, что вот молодежь, которая идет под ником, скажем так, Адгура Ардземба, да, там есть достойные ребята, я ничего не могу сказать. Но они все хотели, вот многих из тех, кого я перечислил, видеть в своей команде. Но это наши воспитанники, и мы их никому не отдадим. А тоже молодые. И я, конечно, очень рассчитываю на то, что вот этот период, да, вот, будет таким переходным. Нам надо все-таки... Почему, на мой взгляд, все они хватаются за Анкваба? Потому что нужна какая-то стабилизация ситуации. Это парадокс, но и тот же Рауль Хаджимба видел только Анкваба премьер-министром после первого тура выборов. То есть как-то все сложилось. На том, кто был виновен во всем, оказывается сейчас спаситель всего. Но это переходный период, только лишь. Я потому что считаю, что дальше должна двигать молодежь в обязательном порядке. В этом нисколько не сомневаюсь. Но не та молодежь, у которой первая запись в трудовой книжке министр,
или депутат. Должна быть определенная школа. Ну, как будет, на ваш взгляд, вот у вас есть большой опыт хозяйственной работы, вы руководили правительством какое-то время. Насколько вы готовы делиться с молодыми людьми вот этим опытом, не только которые входят в состав, допустим, одной команды, но и другой? Вообще, как сделать так, чтобы не было вот этих так называемых команд? Ну, первое я уже Потому сказал. что цели, наверное... Я согласен. Да. Первое я уже сказал. Я еще раз говорю, нам нельзя повторять ошибки 2014 года, когда просто метлой смели всех. Значит, сегодня, если меня спросить, я о себе говорю, есть 2, а может быть и 3 министра вот, в действующей системе власти, которые просто должны работать. И трогать их только за то, что они в этой системе работали, я считаю, это неправильно. Это первые такие шажки, понимаете. Что касается подготовки кадров дальше, ну, я не открою, наверное, большого секрета, партия для того и делается. И это не только искать членов партии, да, ведь у нас огромное количество людей, которые нигде не задействованы, ни в каких партиях. И мне кажется, вот российский опыт, да, когда вот Единая Россия проводит там праймеризы и так далее, когда туда вливаются люди вообще вне всех партий. Это поиск, широкий поиск. Я думаю, если мы в Абхазии его внедрим, мы к чему-то придем. Есть, что я могу преподать. Сегодня молодые мне могут очень многое преподать. Вот этот сплав позволит нам надеяться на лучшее. И только лишь. То есть одни старики, либо одна молодежь, я думаю, мы можем приблизить ситуацию опять к тем, которые имели место в 2014 году, в 2020, может, по каким-то другим причинам. Но все это очень нежелательно. Позвольте завершить нашу беседу. Леонид Иванович, спасибо вам большое, что вы пришли к нам в студию, поделились своим видением различных проблем нашего жизненного устройства, скажем так. И я еще раз напомню нашим телезрителям, что у нас в гостях был бывший премьер-министр, лидер партии Амцахара. Простите. Айтайра. Ничего, это простите, это родственная да, лидер партии Айтайра Леонид Лакербаев. Всего доброго. Спасибо за внимание. Спасибо.